Сегодня в Псковской области поисковики Международной вахты памяти перезахоронили останки солдат Великой Отечественной войны. Это уже 15-я поисковая экспедиция на Псковской земле, которая с июля 41-го вплоть до июля 44-го года была захвачена гитлеровцами. Вахту памяти в этом году несут и кадеты из Коми, из Усть-Цильмы и Ухты. Они приехали на раскопки в составе сборного отряда из разных уголков нашей страны. Телерадиокомпания ГТРК «Псков» помогала нашему телеканалу подготовить этот уникальный видеоматериал. Евгений Стокос подробнее о том, как сегодня, спустя 80 лет, солдаты Великой Отечественной возвращаются из небытия и безвестности. Невельский район на юге Псковской области. Двигаясь на Ленинград, нацисты захватили область одной из первых, и только через 3 года ее удалось освободить. Здесь, под Невелем, ожесточенные бои продолжались до октября 43-го, и эхо этих боев до сих пор звучит в здешних густых лесах. Недалеко от деревни Плисы в 43-м располагался передвижной военный госпиталь. Тех, кого не смогли спасти медики, хоронили в больших общих могилах. Без памятников и почестей, таким уж тогда было время. По архивным документам в этом месте должен был лежать 31 боец. Но лес тут давно вернул себе свою силу. Найти могилу удалось благодаря всего лишь одному гвоздику. Прикинули, чего в лесу может быть гвоздик. Значит, стали щупами проверять, стали шурфиться. Сделали 8 шурфов. И во всех 8 шурфах были останки. Останки бойцов сохранились, и это после 80 лет в земле. Возможно, говорят поисковики, хоронили солдат в сильный мороз. Потому что вот судя по кожным покровам, они даже не позеленели, там нет гнилостно-венозной сети. То есть вот они как будто были замороженные. Вот они даже вот цвет в тех местах, где кожные покровы стали сухими, даже видна подкожно-жировая клетчатка. Даже она сохранилась очень хорошо. Видны тяжелые ранения, ампутированные конечности, импровизированные лангетки. Архивные документы оказались правы. Это было госпитальное кладбище. Чувства, эмоции и все такое прочее, это будет уже позже. Сейчас как бы стоит задача поднять правильно, верно, соблюдая все правила. Нужно очистить останки, нужно посчитать, нужно понять. Может быть, они находятся в несколько слоев, может быть, один слой. То есть сейчас трудно сказать, сколько именно бойцов здесь. Оказалось, останков подняли больше, 40. Предположительно, 9 похоронили в этой могиле позднее. Из 300 участников этой вахты памяти из России и Белоруссии, среди которых были наши ребята из Усть-Цильмы и Ухты, в раскопках принимали участие только взрослые. Юным поисковикам была поставлена другая задача – познавать уроки истории из рассказов тех, кто смог воочию увидеть, какие тайны войны хранят и сегодня здешние чащи. Прикоснулись к истории Великой Отечественной войны и внесли свой вклад такой весомый, я считаю, что и ребята, которые приехали у нас несовершеннолетние, они тоже через себя это все пропускают, то есть видят и чувствуют причастность к великому делу. Без малого 80 лет прошло с тех страшных событий, но Великая Отечественная в этих местах до сих пор напоминает о себе. Небольшое братское захоронение деревни Подзноево. Здесь завершается 10-дневная международная вахта памяти, и здесь же похоронят останки бойцов. При них не было наград или медальонов, но имена 31 солдата известны из архивов. Их и напишут на местной мемориальной плите. Может, кто-то осуждает, что мы поднимаем госпитальное захоронение, но если посмотреть, где они, допустим, находились, заброшенный просто лес, никаких признаков, что там какое-то захоронение, и, скажем, никто не знал бы, что оно там есть, только благодаря местным жителям, которые еще в советские времена ходили там поминать, они, так скажем, подсказали примерно, и благодаря нашим поисковикам нашли. Когда прям нашли, была какая-то грустная радость, что они не останутся лежать в этой земле неизвестными солдатами, пропавшими без вести. И был страх с некой грустью, что они там лежали очень долгое время без памяти о них. Сегодня 40 бойцов из госпитального захоронения под Плисами наконец обрели покой. Но сколько еще хранить таких погибших, незабытых, но потерянных бойцов Псков?
Псковская земля никто не сосчитает. Именно поэтому и впредь будут нести вахту памяти наши поисковики из Ухты, из Усть-Цильмы, со всей нашей необъятной страны. Евгений Стокос, Лариса Чурикова, Юрий Павкин-Юрган при содействии ГТРК Псков, Невельский район Псковской области.